немножко спилил. Смотрите, какой диаметр. Это сучья у большой сосны, которые ждем, когда свалится. Он огромный. Спилил. Пилю сегодня, как сказать, чемпионом. Вон она. Именно для походов я взял эту пилу. Спасибо вам, подписчики, за поддержку, за донаты. Это я купил на ваши донаты. Не раз уже говорил. Большое-большое вам спасибо. Вот. Ну, еще что. Вот везде такие сучья. Я хожу, просто собираю. Вот так. Из этих деревьев они просто ломаются и летят. Большие ветра сейчас были. Вон они. И старые шишки тоже вон. Очень много. У нас граница примерно вот косили вот здесь, наверное, вот это уже все зарастает. Такая чаща. Это с прошлой осени остатки, когда я для тулана будку делал. И каждый год я вот так приезжаю, и перед летом обязательно надо чистить все это. Потому что летом приедем, снова будем тут косить. Вот наша будка осенью построили. Тулан уже ночевал. Несколько ночей. Он немножко подсохло. Щели появились. Надеюсь, видно. На 2 венца, думаю, еще надо повыше сделать. Потому что сена, очень большой толстый слой сена тут. И тулан у меня росли. Но нормально так. Он заходит и просто он лежит там, спит. Он не прыгает, не танцует там. Что там лежать? Теплее. Чем меньше конура, тем теплее. Вот. А те щели, в принципе, для него это мировые. Ну да, это от того, что древесина подсохла. Я когда привозил эти бруски, они были сырые. Я поехал на пилораму, и оттуда вот такие бруски дофига. Просто дают там, все бесплатно пока дают. Вот. Загрузил, привез, построил. Видео есть, показывал. Там называется, наверное, поход будка Тулану, или я не знаю, помню как назвал. Здесь вот еще пройдусь, граблями еще пособираю. Опасное дерево, конечно. Мне под каждым фильмом мне пишут, чтобы я это спилил, на лесхоз не разрешает, ребят. Поймите меня правильно. Так, пробуем. Это не реклама, блин. Все время показываю эти консервы. Просто нож. Тоже не реклама. Открывашка куда-то ушла. Убежала с избы. Опачки. Что там? Понятно. Ну вот такие консервы. На вкус вроде нормальный. Желе сейчас попробую. Даже вижу мясо тут. Сейчас буду этот здесь, наверное, пускай закипит. Попробуем. Первая ложка. Ну, с мясом что-то. Кость. Я вижу. Первый раз пробую, ребят, поэтому показываю. Я калининградский обычно беру. Ну, вроде мясо есть, вон. С мясом даже. Вот это от желе, вот этого желе я просто обалдеваю. Пипец.
как будто чуть-чуть сладковатое. Что-то мне сегодня все сладкое кажется. Лук сладковатый, этот сладковатый. Или ложка сладкая у меня. Не знаю, вроде сахарный песок не ложил. Ну, консервы с мясом, в принципе. Мясо вижу. Шея тут. Ну, весь хлам от курицы, короче, вот сюда накидали. Что нормально, люди не кушают. Вот то и продают. Но мясо есть. Мясо есть. Не скажу, что супер-пупер говно консервы. Даже думаю, я сейчас поеду на оптовый склад и эти консервы еще прикуплю. Я сейчас пробно в магазине купил. Здесь у нас в селе. Первый раз попробовал. Ну вот для таких походов, в принципе, нормально. 100 рублей банка вот это стоит. Не знаю в городе по какой цене тут. Чем, блядь, 200 рублей банка покупать. Ну, за 100 рублей можно купить. Ну вот, все. Там желе осталось. Все, больше ничего нет. Но надо суп попробовать. Как будто все равно, как ни крути, чуть-чуть, как будто сахар, вот сладковатое что-то. Не знаю, вот так на, как сказать, прикуску. Если в прикуску так, если сравнить с калининградским, лучше калининградский куплю. Мясо цыпленка. Калининградский все равно вкуснее. Что-то я привык к этим консервам. Поэтому, наверное, вот и сюда еще пачковый суп бахнуть. Я люблю это, вот поэтому всегда так готовлю. Мне это нравится. Мне это нравится быстро и легко. Вкусно. Не надо там заморачиваться на эти готовку, там, блядь, часами там готовить возле плиты. Сидеть. Знаете, вот мне эта готовка даже и дома хватает. Вполне достаточно. Самый, наверное, кто семейный человек, думаю, со мной согласится, когда ты целый день, не целый день, но каждый день готовишь еду для себя, для семьи. И вот это все надоедает, просто тупо надоедает это все готовка. И еще в лес приедешь и будешь тратить там часами времени на готовку. Мне это вообще, ну, если честно, мне это вообще не прикалывает. Вообще нет. Самый легкий вариант, такой быстрый суп, пачковый суп приготовить. Я и дома, бывает, готовлю. И что еще в походах люди готовят? Конечно же, макароны с мясом. Самый быстрый рецепт. Есть каналы, где чисто вот заморачиваются с этим продуктом, с этой едой, когда готовят там. У меня вот так. Быстрый суп. Вот. Я, в принципе, почти уже закончил территорию уборку. И сейчас, наверное, может быть, возможно, там к березе схожу. Там этот валежник, береза там бесхозно лежит. Там на одной заправке я и не распилю, потому что, как ни странно, чемпион, ну, любит бензин. И, короче, пару заправок, наверное, спилю. И эти дрова, знаете, сколько нам хватит? Это для того, чтобы, скажем, вот сейчас тлеет у меня, просто жар держит, тлеет. Вот для такой, как сказать, для такой
затопка печи или я не знаю, вот шифер сломалась. У меня тут тоже эти дрова надо убрать, потому что сейчас воды нету, все спокойно, но может запросто через пару дней вода здесь быть, уже вот тут. И может это все уплыть. Поэтому я здесь отсюда вот эти бревна, что лежали, может на дрова я его распилю, может в настройматериалы у меня уйдут. Но отсюда я убрал, чтобы не уплыли. Вот, дров дофига еще. Конечно же, вот это должно быть здесь где-нибудь под навесом поленница. Сейчас уже начал готовить доски для крыши. У меня процесс, как сказать, для стройки уже пошел. Немножко уже заготавливаю доски там на крышу. И остается только мне эти бревна еще привезти. Это уже на УАЗике придется. Вот. Здесь будут работать, как сказать, или летом, или к осени. К осени пойдет дело, будут дорогу делать. И по этой трассе. Так что будущую зиму здесь будут вывозить лес. Но сейчас чуть позже я выйду на дорогу, конечно же, покажу еще все это дело. Вот здесь трасса проходит, и примерно 40 километров трасса будет всю зиму. Вывозить будут лес. И когда дорогу будут делать, может у них где-то вот там этот бревна там спросить пару штук или еще. Будем искать варианты. Может где-то валежник найдем поближе к дороге. Что-то придумаем. И этот навес я вот уже давно уже хочу. Никак руки не доходят. Я не знаю. Пока не приспичит, конечно же, руки не дойдут. А картина-то уже плачевная. Вон, смотрите. Вот это стреляют уток. Охота открыта. 11 мая. Вот. Вот это все надо поменять. Жалко, конечно, что я не смог зимой привезти на буране эти бревна. Ну, посмотрим. Все как будет, буду снимать, показывать. Вот эти бруски. Остатки еще у меня до хрена осталось. Тулану сделал вот этот, как сказать, как же, будку.